Барлықтарыңызға қайырлы күн. В этом видео я хочу рассказать вам о направительном падеже в казахском языке. Называется он барысептік. Барысептік от слова бару, идти, значит идти куда-то, это направление. У барысептік есть вот столько суффиксов. Это га, ге, ка, ке, а, е и на, не. В русском языке есть предлоги в и на, которые показывают также направление. Например, в школу, в магазин. То есть функция данного падежа показать направление предмета. Мен үйге барамын. Я пойду домой. Үйге. Куда? Домой. Мен мектепке барамын. Я пойду в школу. Куда? Мектеп. В школу. Га, ге, ка, ке мы добавляем ко всем словам со значением направления. А вот эти суффиксы а, е и на, не мы добавляем к словам уже после притяжательной формы. Давайте я вам покажу в примере, как это будет выглядеть. Например, возьмем обычное слово үй, дом. Да? Направление куда? Үйге. Без притяжательной формы, просто домой. Үйге. Теперь переходим сюда. Это притяжательная форма. Менің, сенің, сіздің и оның. Да? Теперь мы должны добавить притяжательную форму сначала, а потом только направление. Например, к моему дому. Менің үй, да, мы добавляем мой дом. И плюс добавляем е. Вот это будет направление. Почему? Потому что менің үйімге говорить неправильно. Как бы вот это вот заменяет г. Г мы убираем, оставляем только е. Твоему дому. Также это сначала дом, потом он твой дом, а потом мы направляемся. Е это направление. Также вашему дому. И потом здесь ңыз идет притяжательная форма плюс ге, а здесь мы вот это ге сохраняем, это как исключение. Дальше оның, его дом, здесь оның үйі, вот это притяжательная форма и плюс суффикс не, вот это вот направление. То есть оказывается направление не только га, ге, ка, ке, как мы знали раньше, есть еще и а, е, на, не, после притяжательной формы. Например, я пойду домой. Я не детализирую, чей это дом. Я просто сказала, я пойду домой. Мен үйге барамын. А теперь мне нужно сказать, я пойду твоему дому. Мен сенің үйіңе барамын. Но если вы скажете мен сенің үйіңге барамын, то это будет неправильно. Почему? Потому что есть четкое правило. После притяжательной формы мы добавляем а, е, на, не. Менің үйіме, сенің үйіңе, сіздің үйіңізге, оның үйіне. Вот это вот нужно запомнить. Давайте приведем еще пример. Пускай будет твоей маме, моей маме, вашей маме и его маме. Сначала это она, потом это да, моя мама, и плюс мы добавляем а. Вот это вот направление. Почему а не е? Потому что корень твердый, поэтому и суффикс твердый. Дальше, твоей маме. Она, анаңа. Вот направление. Вашей маме. Анаңыз. Это вот притяжательная форма. Плюс га. И оның, анасы, его мама, да, и плюс направление на. Вот, анасына. Барысептік – это направительный падеж. У направительного падежа есть суффиксы га, ге, ка, ке сразу к прямому направлению. И есть суффиксы а, е и на, не направление после притяжательной формы. Функция барысептік показать направление движения предмета. Когда мы говорим я пойду в гости домой к моему брату, как мы это скажем? То есть дом принадлежит брату, и я иду туда. Как это сказать правильно? Сначала это брат, потом он мой брат, да, агам, вот.
потом его дом. Вот это вот н покажет притяжательную форму. И вот. Ағамның үйі. И плюс здесь будет что? Направление. Ағамның үйіге говорить неправильно. Почему? Потому что это не прямое направление. Это направление после притяжательной формы. Потому что дом кого? Брата. И я иду куда? В дом брата. Также попробуем сказать: я иду в салон красоты. Салон красоты – это сұлулық салон. Сұлулық салоны. Да, то есть это уже притяжательная форма. Это притяжательная форма. Просто вот такого суффикса здесь не видно, оно опущено, можно опускать. Сұлулық салоны. Салон чего? Красоты. Это тоже притяжательная форма. И нам нужно сказать: я завтра пойду в салон красоты. Направление будет сұлулық салоны, конечно же, не га. Да, вот это вот неправильно, потому что это не прямое направление. Это направление после притяжательной формы. Сұлулық салонына барамын. Теперь давайте попробуем сказать: я пойду в продуктовый магазин. Азық-түлік. Азық-түлік – это что? Это продукты. Дүкен – это что? Магазин. Вот это вот азық-түлік дүкені – это притяжательная форма. Также здесь опущено такое вот окончание азық-түлік дүкені, но мы знаем по что это притяжательная форма. Магазин чего? Продукты питания. И нам нужно сказать направление, показать направление. Конечно же, я добавлю не. Азық-түлік дүкеніне барамын. Не азық-түлік дүкеніге барамын. Вот это так говорить неправильно. Почему? Потому что это не прямое направление, это направление после притяжательной формы. Чтобы вам легче было запомнить, когда у нас два слова, да, вот сұлулық салоны, ағамның үйі, азық-түлік дүкені, после словосочетания, можно так сказать, чтобы показать направление, мы обязательно добавляем что? Либо на, либо не. Не гаге, каке. Хорошо? Еще один важный пример. Да? Мы говорим: я завтра поеду в город Алматы. Некоторые выражаются с помощью слова город, а кто-то говорит просто: я завтра поеду в Алматы. Давайте посмотрим, как это будет, какие суффиксы мы должны добавить к этим словам. Здесь нету никакой притяжательной формы, поэтому у нас, безусловно, идет прямое направление. Алматы, Алматыға барамын. Да, все, поеду в Алматы. Алматыға барамын. Одно слово. Да, одному слову мы что добавляем? Добавляем вот направление га. Теперь у нас здесь уже не одно слово, а два. Здесь город чего? Алматы. Два слова. Значит, направление будет уже не га, а на. Вот направление. Алматы қаласына. Ақтөбеге, но Ақтөбе қаласына. Шымкентке прямое направление. Шымкент қаласына. То есть, еще раз, если у нас одно слово, прямое направление, это гаге-каке, а если два слова с притяжательной формой, то это на, не и а, е.